Здравствуйте, ребята! 41 урок «Опасные явления природы». Табиғаттағы қатерлі құбылыстар. Ребята, рассмотрите картинки и назовите эти явления природы. На первом рисунке сосульки. Дальше наводнение, иней, ураган, землетрясение, листопад. Мне нравится это природное явление. Например, листопад. Иней тоже может понравиться. Люди опасаются этого природного явления. Чего? Половодья, землетрясения, урагана. Мы любуемся этим природным явлением. Листопадом, инеем, сосульками, например. Да? Назовите опасные и неопасные явления природы. Табиғаттағы қауіпті және қауіпсіз құбылыстарды ата. Например, листопад, безопасные, да, неопасные явления природы. Иней, вот землетрясение, половодье, сосульки – это опасные. Ураган – это опасные явления природы. Они могут повредить, даже унести жизни людей. В Казахстане иногда происходят опасные природные явления. Это землетрясения, наводнения, песчаные бури, ураганы и горные обвалы. Их называют стихийными бедствиями. Эти явления природные, эти опасные природные явления могут угрожать здоровью и жизни людей и принести вред окружающей среде. Какие опасные природные явления могут происходить в нашей стране? Землетрясения, наводнения, песчаные бури, ураганы и горные обвалы. Почему их называют опасными? Потому что эти природные явления могут угрожать здоровью и жизни людей и принести вред окружающей среде. Узнайте побольше. Мы разделимся в 3 группы, и каждая группа выполняет задание. Первая группа, например, находит в интернете, энциклопедиях информацию о том, что нельзя делать при наводнениях. Составите плакат обращения к детям. Вторая группа находит в интернете информацию о том, где чаще всего в Казахстане происходит землетрясение. Составьте памятку, как надо правильно вести во время землетрясения. Третья группа находит информацию в интернете о том, почему происходят песчаные бури в Казахстане и где они происходят чаще. Составят кластер к словосочетанию «песчаная буря», используя различные части речи. Готовьтесь к изложению. Мазмұндама жазамыз. По теме наводнения, используя текст наводнения. Обратите внимание на правописание слов. Ранний пишется с 2 «н», небольшая. Так, предлог «не» пишется слитно. Подбирались, бир. Если, значит, после корня стоит суффикс «а», в корне пишется «и». Вскочили, «о», пенек, пень, «е». Отвечая на эти вопросы, ребята, вы напишите изложение. Когда произошел опасный для зайцев случай? Это было ранней весной. Что произошло? Вода, небольшая речка вышла из берегов, и вода подбиралась к кустам. Как вели себя зайцы? А в кустах сидели зайцы. 3 зайца вскочили на бугор, а 1 на пенек. Они испугались, да? Зайцы очень испугались, потому что они не умеют плавать. Чем все закончилось?
Так зайцы и сидели, пока вода не ушла обратно в реку. И, значит, опираясь на эти вопросы, вы можете написать изложение, даже несмотря на текст. До свидания, ребята. До следующих встреч.